О последней легенде расскажут со сцены театра драмы и комедии имени Карим Тинчурина. Премьеру с одноименным названием представят уже в четверг. Впервые после громкой постановки «Гамлета» режиссер Рашид Загидуллин обращается к национальной истории XVI века, страсти и интриги которых под стать шекспировским. Сегодня на репетиции это оценила Альбина Слгараева. Впервые на сцене татарского театра история о взятии Казани Иваном Грозным. Точнее, последние 2 года перед этим событием. Дворцовые интриги, перевороты и предательства. То, что этот спектакль о нешуточной борьбе и заговорах, понятно уже из афиши. На ней не исторические персонажи, а волки и лисы, готовы перегрызть друг другу глотки. Тема пьесы – одна из самых драматичных страниц татарской истории. Казанское ханство, 1550 год. Время смуты и кровопролития, великих интриг и великих людей. Одна из них – правительница Казанского ханства Сюймбике. Режиссер приводил нам в пример политиков женщин. Вот посмотрите, какие они. Маргарет Тэтчер. Главная роль досталась актрисе Гузель Гайнуллиной. Сюймбике – противоречивая фигура, говорит актриса. Уязвимая, но властная, несчастная, но не сломленная. Правительница, но в первую очередь женщина и мама. Досталась такая роль, и я живу в муках творческих. Я переживаю, я прихожу, плачу, у меня в истерике, я не сплю. Страдания творческие. Мне хорошо. Вот это здорово, самое главное. Один из ключевых персонажей того периода – Кул Шариф, глава мусульман Казанского ханства, национальный поэт и герой, который погиб, обороняя Казань от войск Ивана Грозного. Это личность. Ну, конечно, хочется показать в красе, как говорится, правду. А вот 25-летний актер Зульфат Закиров вживался в роль зрелого князя Серебряного Оболенского. По пьесе это отрицательный герой. По легенде, именно ему Иван Грозный велел отправиться в устье реки Свияги и построить городок Свияжск. Здесь мало на что пришлось педалировать, кроме как история. То бишь, благодаря истории только пришлось уплывать и считывать. И какие-то карикатуры. Много литературы пришлось перелопатить и художникам по костюмам. Изучила историю, посетила музеи, включила фантазию. Татары, актеры, они очень трепетно относятся к своей национальной культуре, особенно к костюму. И они мне там начинают говорить, татары так не носили. Сегодня и завтра еще генеральная репетиция. Сама же премьера состоится 27 и 28 февраля. Это уже на этой неделе. Альбина Слгараева, Андрей Ключников, столица.